Общество и власть, честная и эффективная экономика, социальная справедливость. До начала самой конференции члены регионального штаба, разделившись на тематические рабочие группы, обсуждают насущные проблемы. Только после определения первостепенных задач и путей их решения они вносятся в повестку конференции. Сделано, конечно, многое, но предстоит еще больше. Удалось очистить многие стихийные свалки. Мы их сейчас свели до минимума. Конечно, в этой огромной работе мы видим, какие еще недостатки и просчеты. Всего на территории региона в рамках штаба создано 5 рабочих групп, которые стараются охватить все сферы жизнедеятельности общества. У каждой группы свои проекты, в рамках реализации которых решаются насущные проблемы. В районе Плиева, у нас онкодиспансер и фтизиопульмонологический центр. Там мы предложили, нет общественного транспорта, вот мы предложили, чтобы облегчить доступ к этим учреждениям и для сотрудников, и для пациентов тоже, мы предложили организовать какой-то маршрут определенный, зафиксированный. Качеству повседневной жизни и условиям проживания уделяется не меньше внимания. Сейчас рабочая группа занята обустройством дворов многоквартирных домов. Детские площадки, озеленение, уголок для отдыха взрослых – все должно быть как полагается в развитых городах. Причем по выполнению плана уже есть и населенные пункты-лидеры. Это город Карабулак, дворовая территория, которая находится по улице Джабагиева, Асканова, Нефтяная. Да, там постарались строители, постарались люди, которые работали над этим проектом. Но мы там поставим такую твердую 4 с плюсом. С каждым годом, а программа будет длиться до 2022 года, до 2022 года, результат будет. А мы, конечно, призываем наших жителей, чтобы они принимали активное участие и высказывали свою активную гражданскую позицию. А вот обеспеченность школ учебниками, качественное питание детей в столовых и программы обучения, в том числе и в детских садах республики, мониторит рабочая группа «Образование и культура как основа национальной идентичности». Причем безопасности подрастающего поколения уделяется не меньше внимания. По итогам проведения мониторинга пешеходных переходов у школ в акции «Берегись автомобиля» для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях. Нужно сказать, что не везде эти пешеходные переходы соответствуют тем условиям, которые они должны быть. Поэтому на это, конечно, нам нужно обращать внимание. Координатор рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Мурат Хаматханов. Госзакупки, создание рабочих мест, антикоррупционные программы – далеко не весь список задач комитета. Руководитель группы считает, что такие форумы и конференции приносят свои плоды. Такие площадки помогают представителям госструктур, активистам и обычным гражданам выработать механизм взаимодействия там, где он необходим, и прийти к решению многих наболевших вопросов. Традицию антикоррупционных форумов ОНФ ведет с 2015 года. Просадка люков, обрушение края дороги, разрушение покрытия. Качеством дорог республики занимаются члены проекта «Карта убитых дорог». Многие улицы в городах уже отремонтированы благодаря плодотворной работе активистов. На интерактивную карту Общероссийского народного фронта было внесено 32 дороги. Из них 4 дороги уже капитально отремонтированы, 3 дороги частично ямочный ремонт. Еще 7 дорог внесены в план ремонта до конца 2017 года. И уже планируется до конца 2017 года отремонтировать. И 2018 год у нас 4 дороги занесены в план ремонта. Вот такие результаты у нас уже есть. После конференции все разработанные предложения попадут на рабочий стол главы региона, чтобы Юнузбек Евкуров, опираясь на них, сделал соответствующие указания. А для более продуктивной работы фронта в скором времени создадут молодежное движение ОНФ, куда войдут активные молодые люди с твердой жизненной позицией. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.